А уже на следующей неделе в Алдане пройдет республиканский эссе «Халанхо». Подготовка к нему вышла на завершающую стадию. Главное событие года обещает стать незабываемым. С подробностями Татьяна Вахнина. Ярким великолепием праздника ИСА Халанхо ознаменуются дни, когда июнь сменится июлем. Приготовления подошли к финалу. Хозяева в волнительном ожидании. В ближайшие дни начнется заезд гостей. Успеем, однозначно успеем и проведем мероприятие на высоком организационном уровне. Празднование встречи лета состоится на Радиогоре, на местности Сывыки. Строительство культурно-этнографического комплекса завершилось, урасы готовы, а над созданием мирового дрела Ал-Лукмас трудились лучшие якутские мастера. Чуть поодаль раскинулась площадка с гигантскими в человеческий рост камнями. Здесь будет проведен обряд встречи солнца. Это задумка тех людей, которые занимаются строительством нашего культурно-этнографического комплекса Сывыки. Это будет одно из центральных сооружений нашего культурно-этнографического комплекса. Это центр, место встречи солнца. До местности Сывыки доносится переливчатое эхо мелодий. На стадионе Центра подготовки лыжников проходят репетиции. В массовых постановках церемонии открытия и закрытия праздника задействованы порядка 500 ребят из всех школ района. С подростками работают профессиональные хореографы из Якутска. Дети есть дети, быстро устают, но все равно здесь в основном русские дети, да? Поэтому для них это что-то новое. И якутские танцы, и северные танцы, они, мне кажется, раньше не танцевали вообще. Поэтому для них это новое. Я надеюсь, что им очень интересно. Ребята молодцы, стараются. Прогоны на стадионе проходят с утра до вечера. С каждой репетицией движения юных артистов становятся все более совершенными. Танец с чоронами ЛГ школьники представят в финале торжественной церемонии открытия праздника. Хотим показать якутский фольклор, якутские движения, якутский танец. Например, на танец с чоронами у всех детей будут чороны. Мы же рассказали, как будут держать, что за сосуд. Оборудование подъездных путей и автостоянок, проведение линий связи и Wi-Fi, обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии, встреча и расселение гостей – вопросов, кое предстоит учесть и отработать, немало. Организацией питания займется главная столовая района – благотворительный центр Кимё. Мы не будем уклоняться от традиций праздника и начнем готовить якутские блюда. По якутским блюдам у нас рекомендуется для приготовления на ИСАХ похлебка. Мы будем готовить саламат, потом будем готовить оладьи, якутские национальные вафли. Якутское пиршество кормильцы гармонично дополнят иными вкусовыми нотками – яствами традиционной русской кухни. Голодным на празднике точно никто не останется. Мы практически уже готовы, все места подготовлены для размещения и питания гостей, которых уже на сегодняшний момент ожидается более 1600 именно официальных делегаций, не считая тех гостей, которые приедут самостоятельно. По предварительным подсчетам, на празднике ИСА Халанхо будет находиться порядка 2 десятков тысяч человек. И хозяева стремятся предусмотреть все, чтобы каждый гость мог чувствовать себя здесь комфортно и свободно. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан.